Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. На территории Мирнинского района расположены несколько крупных карьеров и горно-обогатительных комбинатов добычи алмазов. Вследствие этого город Мирный часто называют столицей алмазного края или алмазной столицей России. Тема разговора сегодня – развитие Мирнинского района. И гостья в нашей студии Татьяна Шарова, депутат городского совета города Мирного, лидер движения «Народный актив». Татьяна Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю начать нашу беседу с волонтерского движения. Знаем, что вы ведете активную деятельность в Мирнинском районе. Расскажите, что за движение, и главное, какие задачи решает? Начну немножко раньше, с движения народного актива. Сначала это образовалось в таком ключе. Народный актив на протяжении 2 лет проводил активную очень работу по связи с населением. Мы работали по разным программам, направлениям. Но в свете определенных событий с сентября прошлого года у нас образовалась экстренно, быстро, ровно так же, как и была частичная мобилизация, образовалось волонтерское движение. Мы объединили всех неравнодушных волонтеров нашего района, от руководителей до обычных людей, членов семей, возможно, военнослужащих. И наша большая задача – это помощь ребятам, которые мобилизованы из Мирнинского района, и, конечно же, членам их семей, которые остались дома ждать их. Работа, конечно, была очень активная, но считаю, что очень, достаточно плодотворная. С колес, конечно же, потому что мы все оказались в такой некоторой ситуации неопределенности, что будет дальше и что это вообще такое, с чем это едят. Но при этом, конечно же, мы, как волонтерское движение, взяли на себя вот эту координацию, связь с ребятами и постоянное присутствие, то есть они знают наши телефоны, они могут позвонить. Я не единственный координатор этого движения, не единственный член этого волонтерского именно движения. И, конечно же, семьи, и помощь семьям. Помощь любая, от психологической, где нужно просто поддержать, выкопать огород или восстановить отопление в доме, потому что старший семьи, собственно говоря, ушел, до, естественно, финансовой. Кто-то выезжал к родственникам, и было необходимо просто финансовое участие. Вот это все мы объединили. Сейчас у нас уже такая достаточно крепкая отработанная схема, мы поддерживаем ребят. Наши волонтеры были в зоне СВО, ездили к нашим ребятам, я в том числе в этом году была там, лично их поприветствовала. Честно скажу, выехала из-за ленточки, как говорится, с высоко поднятой головой, с прямой спиной. Та гордость, которая меня распирала в тот момент, ее не передать словами. И я до сих пор чувствую вот это воодушевление, потому что наши якутские ребята, конечно, очень крутые. И все разговоры, которые мы слышим о том, какие они мужественные, какая у них проявление чести, доблести, это не просто слова, это так и есть. Не так давно вы вошли в состав общественного наблюдательного совета при Мирнинской центральной районной больнице. Какие планы работы в этом качестве у вас? Как показала практика, хорошая связка между профессионалами и населением должна быть. Но порой не хватает какого-то звена. Общественный наблюдательный совет Мирнинской центральной районной больницы, он выполняет ровно такую роль. В его состав входят разные люди, от профессионалов, и, так скажем, до меня, человека, который не сведущ в области медицины, я имею в виду профессиональной, естественно, медицины, но при этом который защищает интересы населения и имеет такую возможность. Понятно, что это нацелено на определенное решение острых вопросов, потому что профессионалы-медики смотрят на проблему с одной стороны, а мы, население, мы смотрим на эту проблему немножко с другой стороны. Вот ровно для того, чтобы уравновесить все составляющие, конечно же, такой совет просто необходим. И я очень рада, что его существование возобновилось, потому что он существует уже в районе, но в свете определенных событий, как-то немножко погасла его деятельность. Сейчас мы ее возобновляем, и я очень надеюсь, что от этой связки будет очень хороший эффект. А вообще какие обязанности на себя берет совет, какие функции выполняет? Функции, естественно, будут различные. От решения острых вопросов, допустим, обеспечения каким-то оборудованием необходимым или еще какими-то финансовыми отчетами, еще какие-то такие задачи, когда нужно донести до населения информацию, развернутую информацию, потому что бывают такие изменения, о которых мы просто не знаем. Да и вообще живем в то время, когда
почему-то мы говорим только о негативе. И пациенты больницы тоже говорят о негативе. И очень сложно немножко развернуть эту ситуацию, потому что каких-то чудесных спасений, восстановления здоровья, жизнедеятельности пациентов, их тоже достаточно много, но об этом мы не говорим. И ровно для того, чтобы мы понимали, как общаться между профессионалами, которые делают свое дело. Они просто по-честному, профессионально, на высоком уровне делают свое дело, но при этом получают, допустим, какой-то негатив. Нам нужно уравновешивать, нам нужно до населения доводить еще и другую информацию. Ну и в том числе, естественно, сложные вопросы, очень острые бывают. Ну, конечно, я не буду говорить, что это там была какая-то... Ну, было, да, такое, когда единый колл-центр создавали. И в этом едином колл-центре, ну, случилось такое, что население начало сильно волноваться, что не смогут дозвониться до больницы. Ничего, прошло какое-то совершенно немного времени, и все встало на свои места. Но информационный бум такой был. Нам тоже нужно об этом говорить. И уравновешивать, что нужно, что не нужно, какова маршрутизация. И вот такие вопросы, конечно же, нужно решать вместе. Вас, как жителя Мирнинского района, хочется спросить о проекте «Мир глубокий», вот решение о котором недавно было принято на уровне главы республики Айсана Николаева. Вот как встретили решение в районе, что даст району его реализация? Ну, некоторое время, конечно, город Мирный, Мирнинский район жил в ситуации неопределенности. Но сейчас становится понятным, что проекту «Мир глубокий» жить, он начнет свою реализацию. И это для нас естественно. Для нас, для мирнинцев, это огромный задел на будущее. То есть по предварительным расчетам это ориентировочно полвека жизни города. Поэтому это не одно поколение, да, мы все прекрасно понимаем. Нам нужна трансформация. То есть такие большие производственные проекты, которые возникают, да, которые утверждают и которые собираются быть осуществлены в нашем районе, они требуют вокруг себя координации многих остальных сфер, в том числе социальной, здравоохранения, образования, потому что это, естественно, новые рабочие места, определенного уровня квалификации, определенных потребностей. Да? Но вообще сейчас все недропользователи дают серьезный запрос на средний уровень профессионального образования. Я имею в виду те самые СУЗы, которые у нас есть, Мирнинский региональный технический колледж, который готовит специалистов среднего уровня. То есть запрос такой есть, поэтому нам нужно думать о том, кто будет работать в этом проекте, да, когда он будет реализован. Поэтому запросов очень много еще раз говорю, от социальных каких-то, да, гарантий, льгот и прочего, до медицины и ее реновации, до образования и все-таки создания мощного кластера образовательного и других вещей, в том числе сервисного бизнеса, да, почему нет. То есть вокруг таких проектов всегда возникает жизнь, новая жизнь, широкая, и мы должны уже сейчас думать о том, как это будет выглядеть в будущем. Поэтому, конечно, «Мир глубокий» — это шикарный, крепкий производственный проект, который даст нам вот такие возможности. Если рассматривать сегодняшний день вот как точку между прошлым и будущим, вот как вы считаете, с какими результатами подошел район вот к сегодняшнему дню, ну и какой вектор дальнейшего развития вот вы считаете верным? На сегодня в районе реализовано очень много, будем говорить, пожеланий граждан. Мы один из немногих районов, в котором есть стратегия социально-экономического развития, утвержденная главой республики. И маршрутизация, карта дорожная, да, как нынче модно называть, она включает в себя более 200 пунктов, конкретных пунктов. Поэтому район сейчас уже добился невероятных успехов в том, что Якутия, вообще, да, скажем так, правительство республики говорит, да, Мирнинский район – это все-таки движитель, один из движителей серьезных, который должен развиваться. И не зря возникают вот такие стратегические документы с горизонтом развития до 30-го года. Поэтому я считаю, что это заслуга управления района, управления города, района, всех наших поселений, которые есть. И большая заслуга, конечно же, народного актива. То есть
вся ячейка народного актива выступила связующим звеном между пожеланиями жителей и возможностями, которые есть у всех уровней власти, у недропользователей. То есть это возможность объединения финансирования из разных бюджетов. И сейчас у нас действительно работают такие люди, которые могут отдавать себе отчет в том, как это должно развиваться и где брать на это средства, финансирование. То есть все имеют такую сердечную заинтересованность в развитии этого района. Поэтому очень много всего сделано, но на будущее у нас тоже грандиозные, конечно же, планы. Мы должны развивать этот район, ну и, как я уже сказала, все сферы вокруг великолепного производственного проекта должны развиваться и должны быть задействованы. Ну, безусловно, у Мирнинского района есть будущее, мы это прекрасно понимаем. Вот что вам больше всего импонирует в районе вот сейчас, ну и, возможно, провокационный вопрос, не думали ли вы когда-нибудь, может быть, сменить место жительства? Вы знаете, очень многие, кто живет у нас в Мирнинском районе, и мы знаем это, они приезжают поработать и потом поехать. Но оказывается, что это поработать занимает много-много лет. И, как правило, люди выходят на пенсию, здесь же растят своих внуков. И наша семья, наверное, не была каким-то супер исключением из этой истории. Когда-то в семье возникали такие вопросы, что мы, наверное, переедем. Но сейчас, когда у меня за спиной школа в Мирнинском районе, образование, работа, где я состоялась как человек, где родились мои дети, я хочу с уверенностью сказать, что это лучшие районы, и Мирный – это лучший город, где можно создавать семью, комфортно заниматься воспитанием, реализовывать себя как личность в бизнесе. Я когда-то была предпринимателем. Реализовывать себя в управлении, реализовывать себя в любой сфере деятельности. Прекрасное место. И, несмотря на то, что такое мнение до сих пор бытует, я хочу сказать, что очень многие придерживаются ровно такого же мнения. Я не собираюсь оттуда уезжать. Это мой район, это мой дом. Ну вот мы говорим о реальности. Вообще о чем мечтает Татьяна Шарова? Начиная, наверное, от каких-то глобальных вещей, как обычно, да, мир во всем мире и все остальное. Конечно же, есть и такие серьезные мечты, связанные с развитием района, потому что я по-честному хочу, чтобы район развивался, чтобы мои дети создали свои семьи здесь, чтобы мои внуки, которые здесь родятся, чтобы они были рядом со мной. Я мечтаю об этом. У нас большие возможности в районе. Сейчас великолепные социальные программы. Да, мы знаем, что есть и субсидирование авиабилетов. У нас есть северные отпуска. У нас все создано для комфортной жизни. Мы можем это делать. Но я мечтаю о том, чтобы моя семья находилась со мной. И, конечно же, есть, какие-то мечты, совсем прагматичные. Обычные мечты для любого человека. Так что я ничем не отличаюсь от остальных. Ну что ж, Татьяна Борисовна, большое спасибо за интересную беседу. Мечты непременно должны сбываться. Но я, в свою очередь, хочу пожелать вам успехов в вашей дальнейшей работе. Пусть все получится так, как вы желаете. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.